Добрый день, уважаемые абитуриенты! Консультацию к вступительному экзамену в магистратуру по направлению психология, направленность организационная психология, семейная психология, клиническая психология проведу я, Шаяхметова Эльвира Шагабединовна, доктор биологических наук, профессор, руководитель программы «Клиническая психология». Вступительные экзамены в магистратуру предназначен для определения теоретической и практической подготовленности поступающего к выполнению профессиональных задач, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 370401 «Психология», уровень магистратура. Лица, имеющие диплом бакалавра по направлению 370301 «Психология», а также имеющие высшее образование по другому профилю, участвуют в конкурсе на равных условиях. Вступительные испытания включают два экзамена – психология тест и психология письменно. Процедура проведения экзамена. Экзамен проводится в форме тестирования. Вот здесь хотелось бы обратить ваше внимание на то, что на сдачу экзамена дается только одна попытка. Доступ к экзамену открыт с 10:00 до 15:00. В этот период необходимо зайти в систему. Самое позднее время входа в систему – это 14:00. После входа начинается отсчет времени. Время проведения вступительного испытания – 60 минут. Количество заданий в тесте – 30. Результат вступительного испытания оценивается по 100-бальной шкале. В структуру экзамена входят следующие разделы психологии. Общая психология, психология развития, социальная психология, психодиагностика. Перечень разделов для подготовки поступающих к сдаче вступительного испытания, методические рекомендации, примерные задания, а также рекомендуемая литература представлены в третьем разделе программы. Программу я рекомендую вам скачать с сайта. Следующий этап испытания – это психология письменно. Письменный экзамен представляет собой эссе, выполненное на одну из предложенных тем в зависимости от направленности магистерской подготовки. Требования к письменному экзамену представлены в четвертом разделе программы. Перечень тем эссе для магистерских программ клинической, семейной и организационной психологии содержит 7-8 тем, среди которых имеется одна свободная тема. Например, почему я хочу стать семейным психологом, почему я хочу стать клиническим психологом, почему я хочу стать организационным психологом. Теперь хотелось бы поговорить о содержании, требованиям к оформлению эссе, выражающему индивидуальные рассуждения и мнение автора по конкретному вопросу. Объем эссе – это 3-5 страниц, включая титульный лист и список литературы. Содержание эссе. В эссе вы можете представить критический анализ выбранного тезиса или цитаты, проанализировать конкретный случай или пример, взятые из литературы, кинематографа, общественной жизни или собственного опыта, соответствующий выбранной теме, представить собственные размышления на любую тему из списка эссе. Структура эссе. Тут хотелось бы сказать, что эссе не имеет жестко заданной структуры, однако рекомендуется включать в эссе следующие компоненты. Титульный лист. Титульный лист представлен на слайде чуть далее. Также вы его сможете найти в требованиях в программе. Далее, введение. Кратко обосновывается выбор и значимость проблемы, формулируется вопрос, ответ на который автор намерен изложить в ходе написания эссе. Объем введения – это 1 страничка. Введение не имеет своего подзаголовка, и в отдельный раздел по тексту выделяется только содержательно. Основная часть. Основная часть занимает основной объем эссе. Здесь последовательно раскрывается выбранная тема.
И обязательное заключение. Излагаются выводы, вытекающие из основной части, обобщается авторская позиция по исследуемой проблемы. Объем заключения – это полстранички, одна страница. И список литературы. Список литературы является обязательным элементом структуры эссе. Количество включенных источников не регламентируется. Однако следует напомнить, что указываются только те источники, на которые есть ссылки в тексте. Учебники, учебная литература должны использоваться в минимальном объеме. Что касается стиля изложения. Эссе должно быть написано грамотно, в соответствии с нормативами русского, литературного и профессионального языка. Наличие грамматических, пунктуационных, стилистических ошибок недопустимо. Требования к оформлению эссе. Шрифт Times New Romans, Кегель 14, одинарный интервал и все поля 2 см. Оформление ссылок в квадратных скобках. И проговорим о критериях оценки эссе. Это, конечно же, соответствие содержания выбранной теме, наличие четкой и логичной структуры текста, наличие в эссе авторской позиции по рассматриваемой проблематике, обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых положений и выводов автора, отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических ошибок, соответствие оформления работы представленным требованиям. Теперь хотелось бы обсудить техническую сторону сдачи экзамена по психологии. Вам на электронную почту были направлены личный логин и пароль. В день экзамена, это 1 августа, 17 августа и 17 сентября с 10:00 до 14:00 вы входите на площадку БГПУ имени Акмуллы под своими логином и паролем. Там будет окно «Сдать экзамен онлайн». Далее вы выбираете устный экзамен или тест, после чего начинается тестирование. Напоминаю, у вас 60 минут и 30 вопросов. Если вы затрудняетесь с ответом, сомневаетесь или не знаете правильный ответ на какой-либо вопрос, рекомендую не тратить время, пропустить этот вопрос, а далее вернуться к нему. По окончании тестирования проверьте правильность ваших ответов. Посмотрите, на все ли вопросы вы ответили. И только тогда, когда вы убедитесь, что справились с заданием, нажмите на окно «Завершить тестирование». Далее вы выбираете окно «Письменный экзамен» или эссе и загружаете туда заранее подготовленные и оформленные по требованиям эссе. Затем выбираете функцию «Отправить». На этом все. Ваш экзамен завершен. Остается только ждать результаты. Тесты обрабатываются автоматически. Эссе в течение 2 дней проверяют 3 специалиста. Шахметова Эльвира Шагабдиновна, доктор биологических наук, профессор. Чуйкова Татьяна Сергеевна, кандидат психологических наук, профессор. Шабанова Антонина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент. Результаты экзамена вы сможете посмотреть в личном кабинете на сайте БГПУ имени Акмуллы, зайдя под своими логином и паролем. А недостающую информацию по процедуре проведения экзамена можно узнать по номеру телефона, который представлен на слайде, или же написав письмо на электронную почту Шаяхметовой Эльвире Шагабединовне. Успехов вам!